Вон подранок, ё-моё, бля. Это Кополуху дернул косач, блин, а? Смотри, какие шустрые косачи, блин. Смотрите, какая тайга тут. Ах, какая тайга. Этот лес для постройки дома жилого. Нашел. Первого нашел. Это, наверное, сейчас, который был. Третий раз уже пришел на то место, откуда стрелял. По навигатору и хожу, и камнем вот так и упала птица. До туда все 50 метров, но он ближе был. Получается, что он ушел, что ли, так. Появилась избушка. Наконец-то дошел. Ну, сколько полен еще осталось. Короче, 5 утра. Сейчас подкину сухие дрова. Загорится быстро. Один раз, ребят, ночью вставал. Подкинул полено, чтоб верняк хватило до утра. И все. Реально сегодня уже такой зимний пейзаж. Здесь больше снега. Просека. Короче, потихоньку иду, даже не свищу, там елик прошел. Сегодня погода такая давит, давление низкое. Ну, интересно ходить. Люблю первый снег. В избушку придешь, конечно, до трусов будешь сырым, но зато романтично, интересно. Есть. Адреналин раш, блядь. Сейчас расскажу, ребят, что произошло. Отлично. Камнем упало. На этой сосне сидел.
Глухарь, наверное. Так. Не вижу. Вон подранок, ё-моё, бля. Вроде не летает. Да, крыло задето. Убегают, вот следы. Чего, ребят? Выстрелить. Лучше добить нахуй. Убежит нахуй. На открытое место выйдет и взлетит нахрен. Нифига себе он. До сих пор еще живой. Молодой, наверное. Живой, ребята. Сфотографировать надо. Да, молодой. Первый раз такую птицу добываю. Это, ребят, полуглухарь, так называемый. Знаете, вот здесь вот грудина, вот такая, отсвечивает, блески такие, синева. Это у косачей такой. Дальше хвост, вот так идет в сторону. Это косачиный хвост, ребят, смотрите. Вот он. И по размеру, ну, не такой крупный, он примерно размером кополухи. Ничего себе. Это получается, ребят, кополуху этот. Ну, кополуху косач на току этот сделал. Хорошо попал. Все четко попал. Но вот видите, как под ранком ушел. Крыло, чуть-чуть крыло где-то, вот. Рана небольшая на крыле. Потом в бок. Прям вот в цель вот попал. И, блин, крепыш идет еще, бежит. Да, это стопроцентно не настоящий глухарь. Подделка китайская, блядь. Вот это да. Первый раз такое попалось. А дело как было? Я, короче, шел. Ну, я вдоль вырубку. Вон там вырубка. Вон. Иду, вот здесь небольшое болото. Иду так. Ну, вот смотрю на вырубку. И вдруг вот недалеко от меня взлетел. Начал слушать. Недалеко, буквально там 50 метров, наверное, от меня. Ну, может, да, вот так. И сел. Я начал идти. И знаете, вот я прошел уже. Я думал дальше еще искать. А он, блядь, совсем недалеко. Ну, от силы, наверное, 35 метров от меня был. И смотрю, точно сидит он просто вот, наверное, погода такая, он не вытянулся, а так сидит. И уже я начал как бы место искать для стрельбы. Хорошо, я что на коленях начал там. Был ведь у меня в избушке маскалат, с собой взял, но сегодня не думал, что столько снега надо одеть. И, короче, вот так смотрю, и он уже занервничал, он вытянулся, короче, и ветки так вот чуть-чуть мешают, и думаю, как быть? Ну, думаю, надо стрелять. Такая еловые ветки, мягкие ветки там. И есть такое вот окошечко, и бх, и он упал. Отлично. Вот это уже настоящий тоже добыча. Такая вот мини-глухарь. Это стопроцентно. И вот клюв черный. У глухарей белый. И вот здесь вот белая точка. Интересно, даже как-то интересно.
Надо же. А. Вон хвост как идет. Вот видите, в сторону. И коротенький. Так ополуху дернул косач, блин, а? Смотри, какие шустрые косачи, блин. На ток, наверное, прилетели под шумок, пока глухарь там ходит. Косач там свое дело сделал, и на тебе, вот тебе, Олег, полуглухарь. Ох, ну, хоть какое-то настроение. Идем дальше. Сейчас буду выходить. Вообще здорово как-то. Спонтанно, вот неожиданно все получилось. И надеюсь, не последний. Короче, решил немножко маршрут изменить. И я дошел до трицикла. Птицу оставлю, чтобы на себе не таскать. До избы, потом от избы еще. Прям десятки километров получится. Нафига. Ставлю и дальше пойду. Заодно чай попью. Под тендом. Все хорошо. Попил чай. Короче, сейчас дальше пойду. Фу, пока по сосновому лесу, потом в ельник. По просекам, наверное, лучше. Ну, не знаю, как получится. Погода пока терпима. С деревьев не тает и ходить более-менее. Немножко даже проясняется. Сегодня, наверное, ночью заморозки будут. Первые хорошие. Ладно, не буду терять время. Пойдем, может, кого-то еще увидим. Птицу я здесь оставил. Иду вон оттуда. Здесь ручей. Вот тут, наверное, где-то. Давно тоже тут не ходил. Или дальше еще. Где там есть. Глубокий, между прочим. Опа. Не то. Неужели так высохло, что ли? Через мостик переходили тут. Да не может быть. Да, вон палка. И вот течет. Перешел, не заметил. Да, течет еще. Ребят, высохла ручей. Раньше по мостику... А, не, глубина еще есть. Местами. Вот так. Сейчас еще тут проверю. Тоже места хорошие. Раньше охотился. Тоже путик там. Раньше был. Ходили. Далеко от избы, блин. Стареет, Олег, стареет. Забрасывает много чего. Возраст берет свое. Сорный лес будет хороший. Лес тут, ребята, вообще офигительный. Хорошие охоты тут были у меня. Такой сорный лес, вот елки и сосны. Немножко березы даже есть. Прям офигеть. Особо подсада нету. В таких местах они есть, глухари. Когда есть. Прям иду из воспоминания такие. Посвистел, рябчиков манил там. Не откликаются. Но тихо говорю. Я вообще стараюсь тихо говорить. Потом уже, когда монтирую фильм, громкость прибавляю. Кто его знает, может где-то есть кто-то. Тихо-тихо иду вообще.
лесочесы. Старые ловушки. Все воспоминания. Вон они. Там сыро. Ладно, идем. Правее пойду. Пока тишина, взлетов нету. Ай-яй. Как же все классно здесь. И сегодня вот просто для души прям я удовольствие получаю. Вот иду по первому снегу. Раньше такие взрывы здесь были, глухарь поднимется, там сучья ломает. Ой, шумно было здесь. Ну, разбомбили ток. Где-то 1,5 километра отсюда ток был. Птица потом ушла. И смотрю, до сих пор их нету тут. Но надежды не теряю. Иду дальше. Перекур. Даже обед. В общем, после того, как я подходил к невидимому глухарю, я там потерял ориентир. Не понимаю, куда идти. Включил навигатор. Смотрю, просека там 2 километра и 4 километра. И, короче, я перепутал. Поставил навигацию на 4-километровый, юг-север, который идет. Вот сейчас я по этой просеке пришел сюда. А мне надо было наоборот поставить навигацию на 2-километровый, потом уже по этой 2-километровой пойти до столба и уже по этой север-юг, который идет. А я сразу на 4-километровый поставил. Смотрю, 900 метров надо идти. Как так? Думаю, ближе же должно быть там, куда я иду. И, короче, фиг с ним. Пошел, потом сомнение началось. Где я, что, почему так? Потом уже в конце додуло, что и как. Вот. Пока шел, вообще тишина. Ни одной птицы. Даже вот полдня уже иду. Мне еще километров 6 идти. Сейчас уже наконец-то я сверну в сторону избы. А то отдаляюсь. И сейчас сверну и по навигатору показывает, не больше 6. Но зигзагами это получается, может даже и больше получится. Идти буду вдоль ручья, по ельнику, без дорог, без просеки. Может, где-то охотничья тропа будет, там будет сыро, я не знаю. Есть надежда там кого-то встретить. Ни одного следа даже нету, ни оленей, ни лосей. Вообще какая-то вот сейчас шел такой покров, такой слой снега и тишина. И медведи куда-то все разбежались. Вот, как всегда, сыр, хлеб. Чем обедаю. Смотрите, какая тайга тут. Ах, какая тайга. Этот лес для постройки дома жилого. Где-то такой средний лес, хороший. Делянка не такая большая. От силы там 100-150 кубов. Маленькая делянка. Там ручей уже дальше. Ладно. Пью чай, отдыхаю. Минут 15 точно буду сидеть.
Тут две птицы, ребят. Сейчас я расскажу, что и как. Этот куда-то сюда упал. Еще третий летит. Один где-то вот тут. Этот подранок, блядь. Ой, не знаю, вряд ли найду, конечно. Этого вряд ли найду, ребят. Нашел. Первого нашел. Это, наверное, сейчас, который был. Так. И тут еще должна быть одна птица. Вот это да. Капец. Сейчас расскажу еще. Но где-то мне надо еще вторую птицу надо найти. Вон она, вторая. Вот она. Вот. Вот и все. Вот этот немножко уже прохладный. А этот час, который под ранком улетел. Фу, отлично. Все, 2 выстрела, 2 птицы. В общем, тут птиц 3 или 4 даже, может быть, было. Добыл 2. Короче, начал я снимать. И перед выстрелом у меня камера разрядилась. Я, в общем, не стал уже доставать батарейку. Думаю, пропущу. Выстрелил, этот упал первый. Вот, потом второй взлетел и перелетел на дерево. Но он за сучьями, он меня тоже не очень хорошо видит. И я его толком не вижу. Дай, думаю, камеру я поменяю. Во время, не камеру, а аккумулятор. Во время этого замены аккумулятора я забыл перезарядить оружие. Вот, и сейчас вот возился с этим рябчиком. Вижу и не вижу, только голова торчит и все. И, короче, он перелетел. Может, вторая другая птица была, или этот перелетел. Там 2 штуки их было, оказывается. Один после выстрела потом улетел. Сидит мощно так, грудина, все видно. И сперва я думаю, этот патрон поменял, но у меня курок не взвелось или как-то. Потом ошибка. И я вспомнил, я патрон-то не поменял. Там гильза просто, как и сейчас, наверное, я тоже сейчас надо поменять. Вот такие дела, ребят. Мог и пропустить второго. А он как жестко нехорошо улетел и так шумно упал. Думаю, как-то взлетит и улетит. Я думал, улетел, а там, наверное, самочка еще третья была. Короче, вот так вот получилось спонтанно. Свистел, ни хрена не откликаются, а потом вот из-под ног прям один взлетел, потом смотрю, еще пару штук слышу, взлетели. Вот тогда я включил, а у меня разрядился аккумулятор. Ну и фиг с ним. Один выстрел-то все равно показал. Первый как-то за кадром получилось. Ну, в общем, с одного места 2 шлепнул. Четко. Так что, надеюсь, не последний. Фух, а то сколько уже иду, ребят, вообще пустой. Вот первоначально вот добыл глухаря, полуглухаря. А сейчас иду, и вообще тишина какая-то. И вот первые птицы. Вот такие они хорошие. 2 рябчика. Тот один тяжелее. Намного тяжелее, крупнее этот. Этот вот серый даже как-то на вид. Этот перья, как это темновато-серые. Вот. А этот светлее. Вот перья. Чуть-чуть отличаются. И тяжелее намного. Один хороший, упытанный, жирный. Ну все. Класс. Не попал. Промазал. И этого пропустил.
Засвистелся, конечно, тут я. Ничего не смог сделать. Штук 3 рябчика. Сейчас прям над головой уже, оказывается, взлетел. В первого промахнулся, второй перелетел. Вот. Ну, в общем, не нашел. Куда-то туда, вглубь леса перелетели, недалеко. Но разве их там найдешь? Да и где-то, может, тут еще сидит. Подходил где-то вот вроде тут пичка эта. Над головой там взлетела она. О, бля, вот это да. Так, не перепутай. Дерево. Все-таки, блин, взял. Так, где-то вот тут. Где-то вот тут он. Дерево. Не перепутать бы. Верьте, не верьте, ребят, не нашел. Вот рюкзак здесь оставил. Кругом хожу. Сейчас обратно, где стрелял, схожу. Откуда стрелял. Трек-то есть у меня. Как так? Камнем упал, блин. Вообще не понимаю. Третий раз уже пришел на то место, откуда стрелял. По навигатору и хожу, и камнем вот так и упала птица. Рюкзак там оставил. На каком дереве сидел, туда подхожу, нету и все. Не знаю. Где она? Хрен пойми. Я, ребят, замучился. Уже голова начала кружиться. И уже хотел сдаться. Ребят, смотрите. Вот он. Вы даже не представляете. Сейчас, если трек я покажу, вы удивитесь, сколько я кружил. Сейчас. Сейчас, ребят. Вот смотрите трек. Видите? И я, короче, вот тут проходил. Сейчас я не буду выключаться. Сперва заберу. Камнем упал, и вот смотрите, он лежит. Вот. Может, самочка или самец. Вот он. Прям в цель я попал. И сейчас тоже, вот уже последний раз, когда сходил к месту выстрела, где я стрелял, вот видите, вот это лежит бревно. Вот, считаю, отсюда еще примерно 15 метров. 15 метров. Я оттуда посмотрел примерно до этого лежачего бревна. Вот здесь я начал. Ну вот уже который раз я сейчас здесь прохожу. И он еще метров 15. Идем дальше. Так, я иду к рюкзаку. Вон, метров 20. И еще получается до рюкзака метров 15. Вот, я думал, на этом дереве он. А оказывается, ребят,
метров 30 еще в стороне. Представляете? Вот. Нет, надо вам показать сейчас. Так, пойдемте. Я уж запомнил это место. Без навигатора сейчас могу даже найти. Я прекрасно помню вот эти елки. Вот смотрите. Раз, два. Елки, палки, блин. Вроде я отсюда стрелял. Вот так. Который раз я так прихожу сюда, смотрю, где он, где, на каком дереве. И вон отсюда видно вот там косо лежащее бревно. Хотел до туда, вот, думаю, ну, круг поиска вот до того бревна. Вот когда я выстрелил, а автоматом второй рябчик взлетел, и я внимание на него. У меня все внимание на него ушло. Я вижу, что мой рябчик падает, я смотрю налево. И мне казалось, что, ну, по идее, так и есть, если отсюда я стрелял. Короче, вот такая картина, непонятка. Там не должно быть. Я вот смотрю, и место выстрела, вот мне казалось, что где у меня рюкзак. Вот идем там. До туда все 50 метров, но он ближе был. Получается, что он ушел, что ли, так? Вот загадка. И я, самое главное, нашел. Весь уже на нервах. Надо идти. Скоро уже начнет темнеть, я так смотрю. Вот такие дела, может быть. Час, наверное, искал его. Уже хотел сдаться. Все, думаю. Пойду. Надо идти. Путь-то еще не маленький. Он, бля, отсюда еще. Он упал и побежал, что ли, так? Потом он... Ноги целые. Ноги целые. Но попадание, наверное, в грудь было там. Вроде как в грудину попал. И смертельная рана должна быть. Кровь вот. Где-то вот видно кровит. Не знаю, ребят. Я уже не помню, как он сидел, блядь. Вот доказательство того, еще одно доказательство, то что можно в любую секунду мгновенно потерять дичь. Лучше вдогонку, если что там, стрелять. Убегают, улетают, маскируются и могут так замаскироваться куда-то, в любую щель зайдут и все, не увидишь их. Отсюда еще. Но нет, так далеко не должно быть. Это, наверное, ребята, он еще побежал. Побежал, и я случайно наткнулся. Он, считай, вот еще оттуда, откуда я стрелял, там не вариант увидеть мне рябчика. Дома обязательно 10 раз пересмотрю примерно, где как, что было. И вам, наверное, интересно. Ну, хорошо, что я нашел, ребят. Но, честно, голова заболела у меня. Занервничал я. Из-за того, что, знаете, вот, не то, что вот, скажем, ты промахнулся и улетел, а камнем упала птица, и я не могу найти просто себя как-то, я не знаю. Хорошо, что я нашел. Иначе я бы несколько дней стал бы думать, как так? Как так я не нашел? Вот первый выстрел был промах. Птица улетела. Улетела и улетела. Встретимся. Ничего страшного. Земля круглая. А вот когда стреляешь, он падает и не находишь. Или вот когда утки, да? Утки стреляешь, потом утка падает под ранок. Еще начнешь добывать, патронов 5 еще выстрелишь в эту утку. И он нырнет, и все, с концами. Это обидно.
Это, ребят, ну вот честно, лучше бы птицу не видеть или промахнуться, но не под ранок или вот так. Капец. Надо идти. Надо идти. Иначе удачи не видать. Я далеко еще от избы. Ой, бля. Ой, блин. Честное слово. Адреналин хапнул. Сейчас буду расслабляться идти. Ну все, я потратил время на сегодня. Вряд ли оно уже. Я увижу рябчиков, но надеюсь. Я уже думал, знаете, вот иду и уже вот последнюю надежду уже теряю и думаю, сейчас, наверное, я пойду вот здесь низина, вот как-то вот вниз идет. И мне по пути я буду так смотреть. Он, наверное, упал и побежал. И думаю, вверх на гору он не будет бежать. Он вниз пойдет. И вдруг я найду. Мне казалось, что ближе было, когда я стрелял. Не так далеко. Капец, наверное, 5 раз примерно я сходил к месту выстрела. Схожу, пойду, круг за кругом так прохожу. Вот так я, знаете, вот на взводе сейчас, прям, вот именно на взводе каком-то. Маленькая птица, но, блин, все равно. И вот так, бывает, под ранком улетает. И пытаешься искать. Да хрен ты найдешь его. И потом вот бесит то, что винят. Зрители винят охотников. Не лично меня, а всех. Я вот комментарии читаю от других. Разрядился аккумулятор. И вот комментарии читаю от других блогеров тоже там. Винят всех подряд. Вот не ищешь подранков там. В который раз я вам уже говорю, что не так легко. Вот смотрите. Какая чаща, и подранок он летит, и он может там повернуть или еще что-то там, или бежать, или вот сегодня же с глухарем тоже вот видели как он бежит изо всех сил, он пытается спасти свою жизнь. Все спасаются как могут, и мы, охотники, все силы ставим, чтобы птица не ушла. Или зверь не ушел. Не так все просто. Это, смотря на экран, все так легко получается. Ну вот, примерно так и происходит. Я реально, честно, показываю, как все происходит, блин. И я не знаю, что еще добавить. Надо идти мне. Просто надо идти. У меня фонарика нету с собой. Да, между прочим, сегодня 2 раза уже слышал я, как летели крики. 2 раза слышал у лебедей. С завтрашнего дня похолодание показывает. Ладно, ребят, пока выключаюсь. Ориентир надо мне по навигатору идти. Иначе я потеряюсь тут. Примерно полкилометра уже иду вот по такому месту. Хорошо, когда ягель. Ну и попал в такое место, блин. С навигатором не поспоришь. Указывает путь сюда. Вот. Видно, какой-то ручей тут течет. Ручьев много. Мелкие не очень. Там наконец-то появилось еще сосновые деревья. Сосны. Это обнадеживает. Потому что, да, и ручей. Что и следовало ожидать. Да, ручьи в этом году, конечно. Сами видите.
Бывает, не поймешь, где переходить. Ух ты! Вот, прям полметра выше уровня еще этого бывает каждый год. А в этом году, знаете, смешной уровень. Ну, в принципе, сейчас самое основное. Вот это я сейчас пойду, пройду. И уже легче будет идти. Да, вот. Не знаю. Просто паутина здесь какая-то. Ай-яй-яй. Вот так дается рябчик. Хорошо, что глухаря не добыл. Я бы сегодня точно замучался. По таким местам прошел, врагу не пожелаю. Вот так вот. Так. Ладно. Там, наверное, уже более-менее хорошая дорога будет. О, бля, провалился по колено. Вот так вот. И идем. Ни шагу назад. Кругом ручьи. Здесь что-то тоже течет, блядь. Вторая половина, что ли, тут? Похоже, да. Так. Ну, кругом вода. Ладно, иду. Пока все под контролем по времени. Успеваю. До темна должны успеть. Проясняется немножко. Сыро, смотрите. Снег растаял все-таки с деревьев. Основное. Все начало таять. Капает. Появилась избушка. Наконец-то дошел. Буду отдыхать. Сейчас первым делом затоплю печку. Жерлицы завтра проверю. Лодку завтра тоже подниму. Буду варить ужин. Возможно, даже рыбу еще пожарю. Там дичь на плите с рисом приготовлю. Вот и все. Наконец-то. Так. Все. Ух, вот это я прошел сегодня. Мама, не горюй, блин. Так. Завтра, возможно, с утра еще на часик куда-нибудь схожу поблизости. Посвящу рябчиков, а остальное все шабаш. Вот следы. Сойка, наверное, тут приходила. Наверное, надо все прятать. Здесь у меня тоже привада. И вчерашняя там. Да, ничего не украла. Представляете, один год был, также внутренность у птиц собирал. Ну, печень, желудок, чищенный желудок, я имею в виду. И помнится, там котелок в избушке. Котелок я собирал и котелок вешал вон гвоздь. Вон. Вот так. Собирал, а сойка, оказывается, они умудрялись там оттуда. Короче, все украли у меня. Вот. Что сойки еще те штучки. Будь здоров, крадут все подряд. Вот так. Ладно, будем отдыхать. Самое главное.
главное, дошли до избы. Как всегда, как этот, по расписанию, без 15:03. В 7 часов вышел. Так, получается 4, 5, 6, 7, почти 8 часов пути. Нормально. Так. Избушка так. Нормально, комнатная температура. Еще не остыла изба. Трик надо посмотреть обязательно, где сегодня я прошел. Там все записал. Вот. Все сырое, блин. Так, ладно, сейчас надо заниматься печкой и готовкой. Нормально, все успеваем. Все ништяк. Так, а один аккумулятор, что я? Тут надо, с пешкой я. И с этим рябчиком, блин. Сюда я, да, здесь она. Я думал, потерял. Ну, аккумулятор я сейчас, ребят, заказал. 6 аккумуляторов дополнительно. Что? Спасибо вам за донаты, которые бывает время от времени отправляют. Вот на ваши донаты я и покупаю все это. Сейчас заказал этот аккумулятор. Так, ладно. Надо заниматься бытовухой. Пожалею я его. Пару дней посидел. Без воды, без ничего. Я очень, конечно, безжалостный, как и они. Нифига не жалеют. Но я его отпущу. Фиг с ним. Выйдет, выйдет. Нет, так, пускай сидит. Здесь так оставлю. Он так сможет выйти. Вон он. Иди, вали. Он не хочет выходить даже. Ага, сейчас выйдет. Давай. Вон он. Убежал. Но попадет в мышеловку, извини. Как-то вот все равно есть. Да знаете, вот из этого я тоже мышеловку сделаю на зиму. Горлышко пошире сделаю, и кто залетит сюда, залетит. Все, пощады не будет. А сейчас я его отпустил. И он сегодня ночью будет там шуршать. Просто немножко даже жалко стало, блядь, без воды он там сидит. Но противные во всем. Что натворили в прошлом году. Зашли в амбар и там все. Весь хлеб съели и нагадили, чего только не сделали. Вот такие дела. Вот смотрите, чуть горлышко шире сделал, чтобы больше мышей сюда залетело. И я оставлю этот, как сказать, вместо мышеловки. Вот. Зайдут. Все, пощады им не будет. А этого просто ему подфартило, под хорошее настроение попал. Пускай бегает. Предупреждаю, что здесь делать им нечего. А я куда-нибудь поставлю и сюда. Зимой залетят. Еще как. У меня тут еще дополнительно вот еще вторая. Но это не рабочая. Сейчас покажу. Вот вторая мышеловка. Вон там тоже одна шкура осталась мышиная. Тоже сюда рис туда добавлю. Можно хлеб и пускай ловит. Реально. Просто мыши задолбали уже. Их мало, но лучше их вообще бы не было. Вот.
Ну все, такие мышеловки, не хитрые. Вот так сюда поставишь. Или вот сюда и поставлю. И они залетят. Они залетят. Они везде шарятся. Какой-нибудь старый холодильник сюда надо привезти. Чтобы дверь открывалась, закрывалась. А ящик этот тоже удобный. Пока не было такого, чтобы они сюда заходили. У меня тут масло, и масло тоже, наверное, здесь я оставлю. С майонезом остаток. Обожаю этот момент просто. Я не знаю как. Сейчас буквально 10 минут в избушке. Уф, будет жара. Быстро нагревается. Как она топится. Ну вот. Насладились огнем. Огонь не успокаивает. Так. Сейчас еще, наверное, одно полено раскалю. Это уже запас будет. Дым пошел. В следующий раз приду. Пешком, наверное, получится. До глубокого снега еще далеко. Чтобы на технике, на мотособаке или на чем. Пешком быстрее получится. И сразу же надо почистить трубу. Немножко тяга как будто убавилась. Из-за того, что там сажи очень много накапливается, когда на эконом режиме он тлеет. И деготь, и сажа все в кучу. Так что почистим и... Ну, бывает, знаешь, он замерзнет и отходит, сам отходит, прям рассыпется. Только почистить поддувало и все. Ну, для очистки там есть, который отчек, окно сделал, дверца. Вот. Ну, примерно так. Сейчас еще, если дозвонить, надо домой позвонить. Предупредить, что я завтра еду домой. Завтра и все, ребят, поеду. Я так решил здесь, в принципе, что, возможно, уже набродил. Хватит, надоело. Очень, знаешь, и вот такое вот межсезонье, такая пора. Смотрите, все вроде бы в снегу, и в то же время, вот видите, как все насквозь я отсырел. Ходить тяжело. Рябчик молчит, сегодня вообще тишина молчит. Пикают, но молчат. Только в 2 местах видел и все. Хоть немножко удалось. Там 3 штуки, наверное, добыл. Вот. Или 2. 3. В одном месте 2. И еще этот, которого искал. Полчаса, бля, или час, наверное. Хоть нашел, и то хорошо. 3 рябчика получилось. Хватит нормально. Не пустые. Бывает и за целый день вообще ничего не удается. Ну, эта рогатина очень сильно помогает, конечно. Так я занесу в избушку и пусть сохнет. Потом сезон закрою. Но завтра, может, еще куда-то схожу, потому что с утра не хочу выезжать. Где-то в середине дня, чтобы вечером доехать. Вот. Ладно, сейчас чайник поставлю. Полный чайник. Еще одно полено. Или завтра тоже можно расколоть. Завтра прикину там, сколько надо. Вот, ружье занесу почистить. И выгрузить рюкзак тоже надо, чтобы все высохло. Ну, такая вот картина на улице сейчас. 1 год так на улице что-то там делаю. И с той стороны копалуха. И сюда села. На самую вершину. Я так смотрю на нее. И не сдвинешься за ружьем. И ничего не сможешь сделать. Сидела и улетела. Вот прям вот на эту сосну. Вот с той стороны прилетела.
Были такие моменты. Ну вот первая шкурка этого сезона. Там уже дома обработаю и переверну. Это надо сейчас на улицу вынести, чтобы отсырело. Если так сейчас, ну как сказать, ну мех, чтобы наверху было, как это озвучить, в общем, вывернуть, то сейчас все лопнет и трещины пойдут, и шкуру испортить можно. Так, в принципе, нормально. Все, первый сорт, это 100%. Вот пробоина, вот меж глаз пуля вошла и здесь вышла. 10 из 10 попадания. Точно в цель.